Ассаламу алейкум и сенмесес, и всем мира. С вами Ренат Хабибуллин и татары сквозь время. В прошлой передаче мы поговорили о Тюменском ханстве, государстве, которое некогда входило в состав Золотой Орды. Сегодня же речь пойдет о ханстве Сибирском. Итак, государственное образование Тюменское ханство в течение 300 лет управлялось династией Тайбугидов. Номинально они были подконтрольны Золотой Орде, но влияние на их территорию со стороны чингизидов было минимальным. Во второй половине 15 века к власти пришел хан Ибак, представитель династии Шибанидов, которые берут свое начало от брата Батухана Шибана. Ибак-хан был убит Тайбугином Мухаммадом, потомком убитого Ибаком хана Мара. В летописях и других источниках год гибели хана Ибака не упоминается. Отдельные историки писали, что имя Ибака не встречается после 1493 года. Большинство историков предполагает, что Ибак был убит в 1495. В общем, с гибелью хана Ибака к власти вернулась династия Тайбуги. Одержавший победу Мухаммад, по-видимому, не совсем уверенно чувствовал себя в главном городе Тюменского ханства Чимгитуре и перенес столицу государства на берег Иртыша поближе к устью Тобола. Новая столица называлась Искером, Кашлыком или Сибирью. Свое государство со столицей в Искере татары назвали Себер-Юрты – Сибирский юрт. Приход Мехмета к власти – это смена не только одного хана другим, а смена правящих династий. В период правления Ибака шибаниты успели занять важные должности в государстве. Также они обладали и военной силой. Кроме того, в Чимгитуре были казанские феодалы, представители Восточной партии Казани, которые поддерживались шибанитами. Поэтому Мехмед перенес столицу на берега Иртыша. Кашлык был старинным городом Западной Сибири. На основании датировки археологических материалов, извлеченных из городища Кашлыка, ученые относят возникновение этого города к XII веку. Он был древнее города Чимгитура. После возникновения Чимгитуры Кашлык получил второе название Искер, что означает на татарском языке Искегер – старая земля. Кроме Искера и Чимгитуры, летописи указывают более 15 татарских городков. Городки были расположены главным образом в устьях рек. После переноса столицы и образования сибирского юрта территория его расширилась. Тюменское ханство, однако, не прекратило своего существования. Ремезовская летопись сообщает, что в Чимгитуре сидел свой хан и властвовал над татарами в бассейне Туры. Тюменское ханство было подвластно Сибирскому. Сибирское ханство включало в себя территории Тюменского ханства и охватывало не только татарские, но и смежные со стяго-вагульским населением районы. Главная масса татарского населения сосредоточилась между Тоболом, Турой и бассейном Иртыша и Ами. Сибирский юрт состоял из ряда более-менее зависимых от хана татарских и угорских княжеств, весьма слабо объединенных. Обязанности князей, беков и мурс заключались в сборе ясака для хана и поставке воинов для ханской дружины во время опасности и войн. Что же касалось шибанитов, то после гибели хана Ибака наследником оставался его брат Мамук. Шибаниты после долгих лет упорной борьбы за престол, захватившие власть в Тюменском ханстве, не примирились со своим поражением и продолжали активно действовать против тайбугинов и стремились возродить Тюменское ханство в прежних границах. Мамук даже успел на короткое время занять ханский престол в Казани, но, не сумев разобраться с положением дел, был вынужден уехать назад в Чимгитуру. Мухаммад стал первым правителем сибирского юрта. Он расширил территорию ханства, укрепил границы. Мухаммад и его преемники Ангыш и Касым, учитывая опасность агрессии московского государства, вынуждены были продолжить с ним политику хана Ибака. После Касыма сибирский престол занял Едыгер, который правил вместе с братом Бекбулатом. При его правлении усилилась опасность сибирскому государству со стороны Москвы. Кроме того, с юга для тайбугинов по-прежнему сохранялась опасность со стороны шибанитов. После завоевания Казани и Астрахани русская православная церковь, как главный идеолог завоевания татарских земель, русские феодалы и царь Иван IV обратили свои взоры на Сибирь. В 1555 году Едыгер, учитывая обстановку, направил
к русскому царю Ивану IV послов, которые от лица хана признали власть царя над сибирским юртом и готовы были платить дань. Царь Иван IV наложил дань, но в борьбе против шибанитов не помогал. Ослабление татарских ханств, разрываемых междоусобицами, было ему на руку. По подсчетам царского сборщика податей, в сибирском юрте на тот момент оказалось 30 700 черных людей, то есть плательщиков ясака. Через некоторое время, поняв свою ошибку, Едыгер решил освободиться от уплаты московской дани. Но русский царь все крепче стягивал удавку вокруг сибирского юрта. К тому времени уже 7 лет продолжалась борьба шибанитов против тайбугинов, которая закончилась победой первых. В 1563 году власть в Искере захватил хан Кучум. Он приказал убить правивших там Едыгера и Бекбулата и сам стал сибирским ханом. Спасся от казни лишь малолетний сын Бекбулата Сейд Ахмед, который нашел свое покровительство в Бухаре. Учитывая обстановку, Кучум-хан на первых порах в отношении московского государства продолжал политику своего деда Ибака и тайбугинов и сполна оплатил требуемый Москвой ясак. Несмотря на своевременную плату дани, московское государство все более усиливало агрессию. Русские все чаще и глубже проникали за Урал в пределы ханства. Кучум был в тесной связи с тюрко-мусульманскими государствами Средней Азии и Казахстана, которых сильно тревожило завоевание русскими Казанского и Астраханского ханств. В условиях, когда, захватив Казань и Астрахань, русские завоеватели достигли Каспия, правители тюркских государств Средней Азии и Казахстана стремились защитить тюрко-исламский мир от русской агрессии с северо-запада, со стороны сибирского государства. Кучум, конечно, понимал это и стремился остановить дальнейшее проникновение Москвы в тюркский мир через Западную Сибирь и тем самым отстоять независимость татарского государства. Но и в этом восточном районе не было единства между тюркскими правителями. Правители казахского ханства стремились захватить южные земли сибирского ханства. И это отсутствие единства умело использовал московский царь. В 1572 году Кучум-хан полностью прервал даннические отношения с Москвой, а в 1573 году даже отправил своего племянника Мехмед-Кули с дружиной с разведывательными целями за пределы ханства. Мехмед-Кули дошел до Перми, потревожив владения Строгановых, известного семейства, которое по сути было владетелями той территории. Как видно из жалованной грамоты царя Ивана IV от 30 мая 1574 года, мощным и надежным форпостом для захвата Сибири московское правительство считало именно владение Строгановых и решило приступить к завоеванию Сибири, используя их средства и военную мощь. Однако Строгановы в то время, хотя имели и крепости, и артиллерию, и ручное боевое оружие, и боеприпасы, но не имели достаточного количества ратных людей для завоевания жалованной им царем Западной Сибири, поэтому они призвали себе на помощь волжских казаков во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем. Почти все историки называют его атаманом казаков-разбойников, приглашенных Строгановым для военной службы. Ермак со своей дружиной жил у Строганов до сентября 1582 года. Занимался грабежом в окрестных татарских, остяцких и других селениях, помогая Строгановым покорять эти народы. Награбленные богатства привозили в усадьбы, часть которых была спрятана на берегу Чусовой. Строганова отправили в поход на завоевание сибирского ханства казаков во главе с Ермаком 1 сентября 1582 года. Отряд с боем завладел городом Чимгетурой, бывшей столицей Тюменского ханства. В Чимгетуре Ермак награбил много продовольствия, так как местные татары жили богато, имели запасы хлеба, много скота. Все это богатство было разграблено, население перебито, а оставшиеся в живых были обречены на голодную смерть. Войско хана Кучума было многочисленным, относительно хорошо вооруженным, отличалось дисциплиной. Кучумовские войска вели партизанскую войну. Идя вдоль берегов рек, они держали войска Ермака в постоянном напряжении, утомляя его частыми и внезапными нападениями. Несмотря на самоотверженность воинов Кучума, казаки, используя огнестрельное оружие, истребили очень большое количество татар, вооруженных только луками
и стрелами. По описанию сибирских летописей, татарская кровь текла рекой. В Искере под руководством Кучума начались оборонительные мероприятия и действия, направленные на отражение нападения казаков. Хан и его окружение знали о последствиях разгрома русскими Казани и Астрахани, поэтому Кучум готовился к решительному сражению. Оно случилось на так называемом Подчевашском мысу. Татары заняли стратегически важные позиции, но, как и в предыдущих сражениях, огнестрельное оружие сыграло свою роль, и Ермак вышел победителем. Кучум, увидев безысходность своего положения, 25 октября пришел в свою столицу Искер, собрал свое добро, казну, имущество и скот сколько мог, и в ночь с 25 на 26 октября покинул столицу, ушел в степь. С ханом вынуждены были уйти все татарские феодалы из-под Чеваша, Безыкова, Сузгуна и Ебалака. Между тем казаки с Ермаком готовились к штурму Искера, на 26 октября увидели пустой и безжизненный город. Тем не менее, захват казаками Искера не означал, что сибирское ханство перестало существовать. Кучум со своими людьми откочевал на Оми, в Барабинскую степь, и продолжал править в южных улусах. Русским пришлось вести с ним долгую и упорную борьбу. Зимой 1584-85 года начался сильный голод. Казаками было перебито большое количество татарского, вагульского и остяцкого населения. Многие селения были сожжены, оставшиеся обезлюдили. Разбойники Ермака, кормившиеся разбоем и грабежом, остались без продовольствия, так как грабить стало просто негде. Кочевавший в степях со своим улусом Кучум собирал силы. Вызывал к себе Мурс для борьбы с русскими завоевателями. Стремясь выманить казаков из Искера и напасть на них внезапно, Кучум стал распространять слухи о том, что он задержал торговый караван бухарцев, направлявшийся в Искер. Уловка удалась, Ермак с казаками выдвинулся в нужном направлении. Во время ночевки на берегу Иртыш, на бугре под названием Атбаш, отряд подвергся неожиданному нападению хана Кучума. Почти все казаки были перебиты. Сам же Ермак, по одной версии раненый в руку, утонул в реке, а по другой был убит ударом сабли. В 1594 году с целью преследования и уничтожения Кучума и полного подчинения сибирских татар был построен город Тара. 20 августа 1598 года русские войска напали на Кучум. Началось ожесточенное сражение, в котором хан потерпел болезненное поражение, но ему удалось бежать. Победа на реке Обь, несмотря на то, что Кучум потерял все свое богатство, почти всю семью и воинов, для русских была неполной, так как они не смогли покорить самого хана Кучума и его сыновей. Дальнейшие сведения о хане Кучуме противоречивы. По некоторым сведениям, он погиб от рук Нагаев в 1601 году. Кучум был самым могущественным ханом сибирского татарского государства. Он был правителем государства в течение 23 лет. Самоотверженно отстаивал независимость своей земли. Возглавлял борьбу против чужеземцев и захватчиков, несмотря на огромные трудности и лишения. Оставался патриотом своего государства. Таким образом, к началу 17 века вся территория Западной Сибири от Обской губы на севере до Кузнецка на юге была захвачена Россией. Начался тяжелый колониальный период истории сибирских татар и других коренных народов Сибири. Основная причина падения сибирского ханства заключается в значительной степени не только в техническом превосходстве русских войск, но и в том, что сибирское ханство в то время было раздроблено. Каждый мелкий татарский князь со своим воинским отрядом представлял собой самостоятельного государя. Кроме того, под властью хана находились остяцкие и вагульские племена, отнюдь не заинтересованные в том, чтобы поддерживать владычество татарского сибирского хана. Немаловажное значение в разгроме сибирского ханства имело отсутствие единства в тюркском мире. Ногайская орда, казахское и бухарские ханства не оказали сибирским татарам какой-либо заметной помощи в борьбе за сохранение собственной государственности. Друзья, мы, как всегда, ждем мощных сибирских лайков и комментариев под видео. Обязательно подпишитесь на наш канал Татары Мира. И в следующем выпуске мы поговорим о Крымском ханстве. Следите за новыми выпусками нашей
передачи, которые по традиции выходят каждую пятницу. Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.